Здесь на первый план выходит сера, она очень засеренная. Вот, за вот этой серой ароматика не чувствуется. Цветочный аромат, вкус свежий, ну такой простой образец, 77 баллов. Дегустационная комиссия работает над оценкой продукции участников второго национального конкурса абхазских вин. Процесс проходит согласно регламенту Международной организации винограда и вина. Этот регламент предусматривает определенные критерии при конкурсной дегустации. Председатель дегустационной комиссии – приглашенный эксперт Георгий Арпентин, известный молдовский энолог, экс-руководитель Национального бюро винограда и вина Молдовы, долгое время возглавлял Союз энологов Молдовы и является экспертом Международной организации винограда и вина. Есть внешний вид, то есть мы оцениваем цвет вина и прозрачность, чтобы ничего не плавало в нем. Это первый критерий, потому что все-таки это как-то провоцирует покупку продукта. Ни один не любит мутное вино или что-то такое. Вторая категория этих критериев это относится к букету, к аромату. И здесь мы оцениваем качество аромата, интенсивность аромата, и если нету недостатков, потому что все чувствительны к недостаткам, тяжелее описать положительные стороны, но все дегустаторы, я вам уверяю, они знают, что здесь есть дефекты, да, и вот это как раз, вот эти три критерия позволяют не пропустить те вина, которые имеют недостатки. Третья категория критериев относится к вкусовым ощущениям: интенсивность, качество, послевкусие, гармоничность. Дегустатор здесь более-менее субъективный, потому что каждый сравнивает со своим эталоном, со своим опытом, со историей дегустации, и он сопоставляет данное вино с того, что у него есть, значит, как сенсорная память, мы говорим. Вот, и мы ставим оценку. Каждый критерий, он, значит, оценивается по шкале по 5-бальной. Надо отметить, что дегустация проходит анонимно. Никто не видит этикеток и не знает, какое именно вино оценивает в данный момент. По словам экспертов, анонимность в конкурсной дегустации очень важна. Она позволяет отбросить некоторые субъективные проявления. После того, как мы все дегустируем, мы будем открывать анонимно и посмотрим, какое это. Вот очень важно. Иногда делает и двойную анонимность. Да, лаборатория ставит один номер, потом организатор вторые номера анонимные. Но я думаю, что это очень важно, потому что этикетки очень сильно влияют на дегустатора и провоцируют субъективность, нежели объективность. Поэтому мы должны убрать все факторы, которые могут влиять на эту субъективность. Генеральный директор компании «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба отмечает, что на промежуточном этапе конкурса уже возможны некоторые выводы. Общее впечатление, что такое. Есть люди, которые добросовестно относятся к виноделию и делают очень приличные вина, а есть, к сожалению, довольно много людей, которые, видимо, не очень понимают, что такое вино. Мы готовы с ними работать, мы готовы рассказывать, подсказывать, объяснять. Мы об этом говорили, всех приглашаем к нам в лабораторию, в частности, к нашим виноделам, которые готовы помогать всячески. Изначально было отобрано 95 образцов от 47 виноделов. В конкурсной дегустации допущено 24 образца из 15 хозяйств. По словам Николая Ачба, организаторы рассчитывали на большее число образцов. Главная задача всей этой истории – это популяризация вообще виноделия в Абхазии. Отсюда вытекает следующая задача – научить людей, объяснить людям, что такое вино в современном мире, что такое сегодняшний уровень виноделия, куда мы должны стремиться, на тот уровень, на который виноделие в Абхазии должно выйти, вне зависимости, это большой завод или это маленькая какая-то домашняя винодельня, потому что, ну, как вам сказать, во всем мире есть понятие вина. Не может быть домашнее вино не очень хорошим, а вот там заводское очень хорошим, или наоборот, заводское плохим, а вот домашнее вино хорошим. Есть общее понимание вина. Вот мы должны все вместе выйти на общее понимание того, что вино в Абхазии должно быть вот такого хорошего там среднего уровня. Церемония награждения победителей состоится 28 апреля на платформе ГУМа. Их будут выбирать в 13 номинациях. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ.